Сразу несколько проблемных вопросов обозначил Александр Гудсан перед правительством Коми. Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе накануне работал в республике. Первое – это высокая среди жителей региона заболеваемость коронавирусом. Цифра 11,5 тысяч человек на 100 тысяч населения в 1,7 раз выше среднероссийского показателя. При этом темпы вакцинации замедлились. Регион потерял лидирующую позицию в округе. Иммунизация охвачена лишь 65% населения, в то время как в среднем по северо-западу 71%. Необходимы срочно дополнительные меры по указанному направлению работы. Требуется наращивание охвата тестирования населения. По состоянию на 13 декабря текущего года охват тестирования на 100 тысяч населения в республике составляет 341 человек, что ниже средних значений по округу и в целом Российской Федерации. По округу этот показатель составляет 427 тестов на 100 тысяч населения, а в Российской Федерации он немного ниже и составляет 365. При этом, как отметил на совещании Александр Гудсан, после ограничений по коронавирусу ситуацию в республике удалось стабилизировать. Индекс промышленного производства по итогам 10 месяцев 99,2%. Тот же показатель в прошедшем году меньше на 8%. Впрочем, по отдельным показателям социально-экономического развития все же отмечаются негативные тенденции. Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев этого года снизился на 15,7%. Ухудшается и демографическая ситуация. Естественная убыль населения с января по октябрь увеличилась в 2 раза. Особое внимание на встречу реализации нацпроектов, а именно строительству социальных объектов. В частности, как вы помните, в апреле текущего года мы обсуждали, что регион не допустит дальнейшего затягивания строительства средней общеобразовательной школы в поселке Помоснина Усть-Куломского района и 19 ФАП. Однако степень готовности данных объектов не позволяет ввести их в эксплуатацию за 2 недели, оставшиеся до Нового года. За исключением, возможно, отдельных ФАПов. Я вот здесь не вижу одного из членов правительства, Булатова. Вы помните, как бодро и безапелляционно 3 месяца назад на подобном совещании указанный персонаж заявлял о том, что мы не видим здесь никаких рисков. А вот сейчас, к концу года, мы видим эти риски. Хотя ему и говорилось. Как отметил глава Коми, из 19 ФАПов строительство 9 придется завершать действительно только в будущем году. А вот по школе в Помоздино все основные работы до конца года будут выполнены. Останется лишь благоустройство, которым подрядная организация займется уже после схода снежного покрова в мае-июне следующего года. Проинформировал Владимир Уйба и о реализации плана по диверсификации экономики. Он принят до 2026 года. За это время регион собирается реализовать несколько крупных инвестиционных проектов. Хотел бы отметить, что это план, рожденный за год сегодняшним правительством Республики Коми. Основа его – это, конечно, моногорода, но не только. И за год 2 производства уже в Инте запущено, они начали, там уже на работу приняты люди, это созданы новые рабочие места. Инта, как вы знаете, город сложный. С 2018 года там единственное городообразующее предприятие «Интауголь» было ликвидировано, и поэтому и в Инте, и в Воркуте план диверсификации действительно крайне важный. По тому, что вы сказали по рискам, план диверсификации, действительно, деньги очень большие, но надо отметить, что это деньги инвесторов, они по-другому планируются.
бюджетные деньги намного сложнее. Инвестор не скован годовыми обязательствами бюджетными, поэтому в этом смысле инвестиционные деньги совершенно по-другому вкладываются и исполняются. Но тем не менее, безусловно, это наша ответственность. На 1 декабря вложено 14 миллиардов рублей инвестиций, создано 259 рабочих мест. По 10 проектам из плана диверсификации инвестиционная стадия завершена или близка к завершению. Кроме того, в октябре президент России Владимир Путин лично поддержал инициативу республики по разработке и утверждению индивидуальной программы социально-экономического развития региона на период до 2026 года. По поручению главы государства программа должна быть принята в первом квартале 2022 года.